Утро выходного дня и временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров едет в Башкирский государственный университет писать диктант по башкирскому языку. В международном диктанте по башкирскому языку принимает участие около 60 тысяч человек. Это в 5 раз больше, чем в 2018 году. К диктанту присоединились США, Канада, Турция, Германия, Великобритания, Швейцария, Китай, страны СНГ, регионы России, где проживают представители башкирского народа. В республике организовали 802 площадки, еще 25 в других субъектах Российской Федерации и 18 в зарубежных странах. В 2019 году диктант, который проходит в 5-й раз, впервые стал международным. Это инициатива Фонда по сохранению и развитию башкирского языка и делегатов первого Всероссийского съезда учителей башкирского языка и литературы. Ради Хабиров поддержал начинание и подписал соответствующее распоряжение. Так все время будет. Александрович, можно два вопроса задам? Не волнуйтесь? Конечно, волнуюсь. Готовились специально? Нет. А почему в этом году решили объявить диктант международный? Ну, во-первых, это наша частичка нашей комплексной работы по развитию, поддержке башкирского языка, поэтому это, естественно, мы должны делать его. Потом наших соотечественников везде, по всему миру, очень много довольно. Это и привлечет их всех к этой работе. Ну и для меня это лично первый опыт. Посмотрим. Я ведь школу-то не проходил. Когда-то начинать? Когда-то начинать надо, да. Хорошо. Рахмет. Ой. Hayırlı ertesi hürmetli konuklar. Sizin halkara bilim biri akşamında katnaşığınıza zor rahmet. Her bütünce diktant yazırga hazırlanabilir. Her kimge blanklar hem ruchkalar taratılgan var mı? Blankni tutturabız, isim, familiyagızı yoki psevdonim. Axadir huddi diktant yazısının o'zini beraylik. Xayrli savatda. Rahimiy degan Rostislav Rafqat o'g'li. Endi xatar studentlar bunda o'tiradi. Bursulmaga studentlar bo'ldi. Shunga ko'ra men yaylab-yaylabgina o'qiyman. Yaray, ishga tutunamizmi? Өфі Башқұртстанның баш қаласы. Қаланың урамдары һәм майдандары үзе бір тарих. Уларда халықтың өткені бәхет, ирек өчен көрәше сағылған. Ул фән һәм мәдәният үзәге. Баштан ярыйбыз. Онда педагогия, медицина, авиация, аграр, сәнгать институты, Башқұрт дәүләт университеты, нефть университеттары, мәдәният һарайдары, театрдар, училище һәм колледждар, 7-дән ашу мәктәп, гимназиялар эшләй. Өфөлә ел һайын яңа йорттар, мәктәптәр, дәваханалар, мәдәният һарайдары кылына, яңа урамдар барлыкка килә. Ул шулай елдан-ел үсә, матурлана. Ярай, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Уңышлар. Хөрмәтле иптәштәр, без эште тамамланык. Халыкара диктантта катнашуыгыз өчен барыгызга зур рәхмәт.
Киләсәктә лә осрашырга ятһын дигән теләктә калабыз. Эшләрегезне ошында халып сыгыгыз. Райфович, а что, так можно уже написать диктант и еще проверять? А что, нельзя разве? Вы уже сказали сдавать. Спасибо. Райфович, о чем диктант был? Вот любопытно было. А буфет был диктант? Хороший диктант. Да, нет, он такой очень такого для начинающих. Но так я смотрю, вы несколько раз удивленно просматривали. Ну, просто вообще диктант, это же вообще целая методика. Диктант писать надо на любом языке. Я же его лет 50, наверное, не писал. Лет 40 точно. Ну, рискнули, Да. не побоялись. Ну, зачем бояться? Знаете, я как-то говорил, что до 5 лет я жил в башкирской деревне и не знал ни одного слова по-русски. У нас есть Потом учителей. я потом перешел, ну, родители переехали в Уфу, в Ишимбай, и, соответственно, я пошел в садик, где не было, соответственно, преподавания башкирского языка. Потом я пошел в школу, и, соответственно, я даже базовых знаний по правописанию не имел. Я тот сам вот потихонечку, потому что я все-таки говорю, и мне довольно все равно сложно было самому осваивать, но что освоил, то освоил, как говорится, в плане писать. Но вы довольно часто говорите на башкирском языке, когда это уместно. Хотя вы же сами говорите достаточно часто, что вы не всегда правильно произносите слова. Но тем не менее вы не опасаетесь выглядеть нелепым, либо неуклюжим. Конечно, вот это самое страшное препятствие на пути к изучению и развитию нашего языка. Многие боятся произносить, многие боятся говорить, и это человека скукоживает, и потом скукоживает весь язык, а в конечном счете скукоживает всю нацию. Поэтому надо говорить, надо не стесняться, надо вот не бояться об этом говорить. Ну, я, насколько знаю, вы даже сами учите башкирский язык. Да, конечно, конечно. Когда у меня есть преподаватель, потихонечку вот занимаемся. Спасибо. Хорошего дня. Владислав Рафкатович, как диктант? Очень страшно, когда в этой аудитории я вообще в ИГУ преподавал все время. И, конечно, очень необычные ощущения, когда за первой партой сидит глава республики, ну, много других уважаемых людей. Конечно, это немного было непривычно, вот, но, по-моему, все закончилось хорошо. Все хорошо, а как сейчас, кто будет проверять диктанты и когда будут известны результаты? Я думаю, что этот вопрос, конечно, лучше задать организаторам. Я про другое хотел сказать, что для нас важнее не то, кто проверит. Да? Для нас важен сам факт именно того, что вообще люди охотно это все делают. То есть у нас действительно очень много откликов со всей республики по поводу необходимости проведения подобных вещей. И на русском языке диктант очень хорошо люди восприняли, и на башкирском языке тоже, потому что люди хотят развивать свои языки, свою культуру. И это здорово, это главная, на самом деле, цель этого мероприятия. Честно говоря, я даже думаю, что, в принципе, на месте организаторов я бы двойки за эти диктанты не ставил. Вот. Я бы всем сказал: лафарин, молодцы. Вот, и всех бы похвалил, и год от года, чтобы больше было желающих развивать культуру, языки, учить, в конце концов, ну вот, нашу составлять вот эту региональную идентичность, которая так нам нужна.